Медицинское сообщество Коми продолжает обсуждать процесс модернизации лабораторной службы. Одна из основных проблем на большинстве площадок при ЦРБ и поликлиниках – изношенное оборудование. Как отмечают специалисты, пока переоснащение идет очень медленным темпом. Как обстоят дела в клинико-диагностической лаборатории при Сыктывдинской больнице, расскажет Наталья Юрина. Сыктывдинская ЦРБ. Здесь, на первом этаже, по соседству с хирургом и физиокабинетом, располагается клинико-диагностическая лаборатория, где выполняют около 300 тысяч исследований в год. В нашей лаборатории несколько отделов. Отдел забора крови, гематологический отдел в кабинете 118, в 117 кабинете биохимические исследования проводят и клинические исследования. К нам поступают анализы с большого района Сыктывдинского. Это такие населенные пункты, как Зеленец, Пашга, Яснок, Иб, Слутка. В среднем в день в Сыктывдинскую клинико-диагностическую лабораторию поступает 150 проб материалов. Большая часть работы приходится на общеклинические и биохимические исследования. После того, как мы приняли кровь, биологический материал, я раскапываю на исследования, какие мы делаем, и выдаем результаты. Делаем на полуавтоматическом биохимическом анализаторе. Исследования такие проводятся, как глюкоза, сахар, общий белок, липидный профиль, мочевина, креатинин, ну и другие исследования. Проводят и цитологические анализы, более сложные, требующие гистологического подтверждения, отправляют в Сыктывкар. Также в столицу Коми отвозят образцы для ПЦР-исследований на инфекции и ВИЧ. Как правило, именно эти анализы по готовности уступают другим несколько дней. Самые оперативные проводят за 15-20 минут. Большинство обрабатывают в течение дня. В настоящее время мы справляемся с нынешним потоком исследований, но, конечно, нам хотелось бы всегда улучшать свою работу, поэтому мы всегда стремимся усовершенствовать наши методики, расширить спектр исследований. Из последних новинок анализатор и коагулометр, закупленный еще 3 года назад. Современное оборудование, по наблюдению специалистов, работает в 2 раза быстрее и повышает точность исследований. Одно из последних поступлений в лабораторию в 2019 году мы получили коагулометр для исследования коагулограммы, то есть показатели гемостаза. Здесь мы можем исследовать такие параметры, как протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген узнавать. Большинство анализаторов в лаборатории полуавтоматические. Немало времени у специалистов уходит на заполнение документов и бланков. Сократить драгоценное время поможет только лабораторная информационная система. В Сыктывдинской ЦРБ такую программу планируют запустить в мае. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.